وَمِنْ آدَابِهِ из числа тех вещей, которые относятся к этике малого омовения, سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ شَيْئًا. Это 27 вещей. Аль-ауалю, первый из этих вещей, аль-джулусу фи маканин муртафа'ин. Это сидение на возвышенном месте. Тахаррузан анил гасалати. Остерегаясь этим самым от брызгов использованной воды. Ваthani, второй адаб, истикбалю киблати. Сидеть, обратившись в сторону Каабы. Ваthалису, третий адаб, адмуль исти'анати бигайрихи. Не пользоваться помощью постороннего человека. Варраби'у, четвертый адаб, адаму такаллюми бикалямин нас. Не вести такую речь, которая может быть обращена к человеку. Таким образом, сюда нельзя отнести дуа, который мы читаем во время малого омовения, потому что эта речь не обращена к человеку, эта речь обращена ко Всевышнему. Валхамису, пятый адаб, аль-джам'у байна ниятил кальби. Объединить совершение мысленного намерения во фа'аль лисани вместе с действием языка. Фаякулю билисанихи ма'аниятил кальби навайту раф'аль хадаси масалан. И для этого нужно сказать языком, сопровождая это мысленным намерением, например, следующую формулу. Я намерился избавиться от состояния хадаса. Вассадису, шестой адаб, ад-ду'ау биль-ма'thур. Чтение тех дуа, которые переданы от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, от его сподвижников и от табиинов. Вассаби'у, седьмой адаб, ат-тасмияту. Произнесение бисмилля ма'а истисхаби нияти, сопровождая это совершением мысленного намерения инда гасли кулли удвин, при мытье каждого органа, ау масхихи, или же его протирания. Фаякулю, и поэтому нужно сказать науян, намереваясь индаль мадмадати, например, при полоскании рта. Бисмилляхи Аллахумма а'инни аля тилаватил Кур'ан ва зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Ва индаль истиншахи, а при полоскании носа Бисмилляхи Аллахумма арихни раихатал джаннати ва ла турихни раихатал нар. Ва инда гаслил ваджхи, а при мытье лица Бисмилляхи Аллахумма байяду ваджхи яума табьялду вуджуху ва тасвадду вуджух. وعند غسل يد اليمنى при мытье правой руки Бисмилляхи Аллахумма а'атини китаби биямини ва хасибни хисабай ясира. وعند غسل اليسرى, а при мытье левой руки Бисмилляхи Аллахумма ла ту'атини китаби бишимали ва ла мин вараи захри. وعند مسح رأسه, а при протирании головы Бисмилляхи Аллахумма аظиллани тахта зилли аршик яума ла зилля илля зиллю аршик. Ва'инда масхи узунайхи, при протирании ушей Бисмилляхи Аллахумма дж'анни минал лазина ястами'уна ал-кауля фаяттаби'уна ахсанах. Ва'инда масхи унукихи, а при протирании задней части шеи Бисмилляхи Аллахумма а'атик ракабати минан нар. Ва'инда гасли риджлихи л-юмна, а при мытье правой ноги Бисмилляхи Аллахумма thаббит хадамайя аля ссирати яума тазиллю фихи ал-акдам. Ва'инда гасли л-юсра, а при мытье левой ноги Бисмилляхи Аллахумма дж'аль занби магфуран ва са'и машкуран ва тиджарати лан табур. Ваthамину, восьмой адаб, идхалю хинсирихи, это ввести мизинцы фи самахай узунайхи, в раковины обеих ушей. Ма'а тахрикихи, двигая их внутри, мубалягатан фил масхи. Это делается для того, чтобы проявить чрезмерность в протирании ушей. Ваттаси'у, девятый адаб, тахрику, это шевеление, двигание хатамихил васи'и, широкого кольца, которое не жмет. Аммалдайку, что касается того кольца, которое жмет, тесное, узкое, фатахрикуху фардун, то двигание такого кольца является обязанностью, фарзом. Иза мана'a вусул аль-ма'i, когда она препятствует дохождению воды иля ма тахтаху, к тому, что под кольцом, к тому участку кожи, который находится под кольцом.
Валь-аширу, 10-й адаб, аль-мазмазату валь-истиншаку биль-ядиль юмна. Полоскание рта и носа правой рукой. Бишарафиха, из-за почета правой стороны. Валь-хади ашара, 11-й адаб, аль-имтихату биль-юсра. Высмаркиваться левой рукой ли-имтиханиха, потому что левая сторона уступает в почете правой стороне. Вассани ашара, 12-й адаб, тагдиму тавалдуи аля духули л-вахти. Совершение омовения до наступления времени намаза. Ли-гайриль ма'зури, кроме того человека, который является ма'зуром, то есть имеющий недуг, который постоянно нарушает омовение. Вассалису ашара, 13-й адаб, айяшраба, выпить мин фадли вулуихи, ту воду, которая осталась после совершения малого омовения. То есть та, которая осталась в кувшине, но не та, которая в тазике, которая уже использована. Ка-иман, и сделать это стоя, мустакбиль аль-киблати, обратившись в сторону Каабы. Ау каидан, или же сидя. Варрабиу ашара, 14-й адаб, аль-итьяну биш-шахадатайни, произнесение обеих частей шахады. Ба'адаху ка-иман, после совершения малого омовения, стоя, мустакбилян, обратившись в сторону Каабы, муширан бисабабатихи, делая знак указательным пальцем, назиран иля самаи, смотря в небо, каилян, произнеся это следующим образом: ашхаду алла иляха илляллах ва анна мухаммадан абдуху ва расулух. Вал хамису ашара, 15-й адаб, айякула акиба шахадатайн, чтобы сразу после произнесения обеих частей шахады прочитать следующую дуа, следующую мольбу: Аллахумма джа'альни минат тавабина ва джа'альни минал мутатаххирин. Вассадису ашара, 16-й адаб, джа'алюль ина ис-сагири, поставить маленькую посуду, аля ясарихи, слева от себя. Валь кабир, если же посуда большая, аллази ягтарифу минху, из которой приходится черпать, то есть которую невозможно поднять и наливать, и невозможно ее наклонить, из которой приходится черпать рукой, поставить ее аля яминихи, справа от себя. Вассаби'у ашара, 17-й адаб, алла ятавалда'a, не совершать омовение бимаин мушаммасин, водой, которая нагрета на солнце. Ли'аннаху юрисуль бараса, потому что это приводит к такой болезни, как проказа. Вассамину ашара, 18-й адаб, алла ястахлиса линафсихи инаан дуна гайрихи, чтобы не выбирать какую-то определенную посуду специально для омовения и пользоваться только ей, исключая другую посуду. Ваттасиу ашара, 19-й адаб, ат-тамассуху бин миндиль, вытираться носовым платком или каким-нибудь другим материалом, предназначенным для этого, мин гайри мубалягатин фихи, не проявляя в этом чрезмерности. Вали ишруна, 20-й адаб, айякуна ина уль-вулуи, чтобы посуда, которой совершается малое омовение, чтобы она была хазафан, изготовлена из обожженной глины. Фаиннаху варада, поистине передано, маниттахаза авани байтихи хазафан, кто будет использовать в доме посуду из жженой глины, заратухуль маляикату, то его будут посещать ангелы. Валь-хади валь-ишрун, 21-й адаб, айягсиля урватаху, чтобы помыть ручку кувшина, саласан, 3 раза, кабля аль-вулуи, до того, как приступить к малому омовению. Вассани валь-ишрун, 22-й адаб, валду'уху аля ясарихи, поставить кувшин слева от себя, поскольку это маленькая посуда, которую человек может наливать, а не та, из которой приходится черпать. Вассалис валь-ишрун, 23-й адаб, валду'уль яди, поставить руку халята ирадати сабби, в тот момент, когда он хочет наливать воду лиль-гасли, для того, чтобы мыть что-либо, аля урватин,
на ручку кувшина, то есть держаться за ручку кувшина. Ля аля ра'сихи, но не за горлышко кувшина. Варрабиу аль-ишрун, 24-й адаб, та'ахуду муqайхи, вычищать уголки глаз, ай муаххаруль айнайн, то есть оба его края. Валхамису валь-ишрун, 25-й адаб, муджавазату худудиль мафруды, переходить те границы, которые установлены для обязательного мытья. Биан ягсиля, таким образом, чтобы мыл ма фаухаль джабахати, то, что сверху лба. То есть таким образом, переходя границы лица. Ваззираайни, и мыть оба локтя, линисфиль алдудайни, доходя до середины плеч. Варриджляйни, и мыть обе ноги, линисфис саакайни, доводя до середины голени. Вассадис валь-ишрун, 26-й адаб, мил'у инаихи, наполнить водой ту посуду, из которой он совершил малое омовение, исти'ададан, подготавливаясь ли вулуи ахара, для другого малого омовения. Вассаби'у валь-ишрун, 27-й адаб, айякра асурата, чтобы прочитал суру, инна анзальнаху, то есть сурат аль-кадр, ба'адаху, после совершения малого омовения. У'удда минха айдан, также к этике отнесли фи ба'ды кутубиль фикхи, некоторых книгах фикха, ассалату вассаламу аля наби, чтение салавата на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ба'даль вулуи, после совершения малого омовения. Ва та'ахуду, также тщательное мытье ка'байхи, обеих щиколоток, ва уркубайхи, поджилков на обеих ногах, ва ухмусайхи, и часть подошвы ноги, которая не соприкасается с землей. Ватаатти фихи, и совершить это исчерпывающим образом. Ва ифрагуль маи бияминихи, и наливание воды правой рукой. Ва гаслю риджляйхи, и мытье обеих ног биясарихи, левой рукой. Ва салату ракаатайни, и совершить двухракатный намаз ба'даху, после совершения малого омовения, кабля джафафихи, до высыхания органов. Фи вахти гайри макрухин, не в порицательное время. Вастикаухуль маа бинафасихи, также пить воду глотками. Ваттавалдуу, и совершение омовения фи маканин тахирин, в чистом месте. Ва алла юлки аль-бусака ван-нахамата, и не плеваться вместе с совершением малого омовения и не высмаркиваться. Валь-мухату фи маин иста'амалаху фи вулуихи, высмаркиваться в ту воду, которую он уже использовал в малом омовении. Валь-вулуу аля-вулуи, совершить малое омовение сверх существующего малого омовения. Ва'адму нафхихи фильмаи, и не дуть в воду халя гаслиль ваджхи, во время мытья лица. Варашшуль маи, и побрызгать водой аля фарджи, на половой орган. Аля саравили, и на брюки, на штаны, ба'даль вулуи, после совершения малого омовения. Вакиля, сказано также, минха, к этике относится адму нафлы ядихи, не стряхивать воду с рук. Ли хадисин, из-за хадиса, в котором говорится ла танфуду айдиякум фил вулуи, не стряхивайте воду с рук во время малого омовения. Фа иннаха мирваху шайтан, поистине это действие является веером шайтана. Лакиннахум калу, но однако ученые сказали, иннаху хадисун даиф, что это слабый хадис. Вакад сахха, и достоверно передано анна набия, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нафада ядаху, стряхивал воду с рук, ба'ад аль-гусли, после совершения ритуального купания. Валь-вулуу джуз'уху, а малое омовение – это часть большого ритуального купания.